Профессия учителя – одна из самых древнейших и, безусловно, одна из самых важных. Учителя учат нас читать, писать, считать, быть дружными, воспитанными, добрыми, помогать людям, ведь учитель – это кладезь всего доброго и хорошего в мире. Давайте представим линию времени, чтобы более подробно изучить историю профессии учителя. Первые школы появились в Древнем Египте. Когда люди жили в первобытном обществе, единственным занятием людей было добывание пищи. Родители учили своих детей охоте и собирательству. Позднее, с развитием и разделением труда, старые и опытные соплеменники стали первыми учителями для детей племени. Первые учителя свои знания передавали из уст в уста с помощью рисунков. Так начинали накапливаться, сохраняться, передаваться из поколения в поколение знания. Школы были доступны не всем, учиться могли только благородные юноши из знатных семей. Это прежде всего дети фараона и высокопоставленных чиновников. Девочки в то время не учились, они должны были уметь вести домашнее хозяйство. Вместо тетради школьники Древнего Египта использовали папирус, на котором они писали. При поступлении в школу и при ее окончании школьники сдавали экзамены. Учителя должны были быть строгими и хорошо знавшими свое ремесло. Все египетские школы устраивались исключительно при храмах, а учителями были жрецы. Конечно, одними из самых древних являются школы Китая, которые возникли в третьем тысячелетии до нашей эры. Самым сложным в китайской школе было написание иероглифов. Учителям приходилось долго учить этому искусству своих учеников. Уже тогда китайские ученики учились писать сочинения и стихи. Учителями в Древнем Китае были жрецы, которые умели писать иероглифы кисточкой. Основой китайских школ было почитание старших. Конечно же, рассвет китайской школы связан с Конфуцием, который считал, что от правильного воспитания зависит процветание общества. В основе педагогических идей Конфуция лежало умелое руководство учеником, заключающееся в согласии между учеником и учителем, легкости обучения, побуждении к самостоятельным размышлениям. Основной задачей древнекитайского учителя было умение научить своих воспитанников самостоятельно ставить вопросы и находить их решения. В период конфуцианства в Китае сложился культ образованности, и школы стали частью государственной политики. Традицию преподавания переняли и цивилизации Древнего Востока. В Междуречии школы существовали почти в каждом городе при храмах. Школы были маленькими, обучалось в них около 20-30 учеников, и у них был только один учитель. Главное предназначение школы шумерской цивилизации – это подготовка будущих писцов. Учитель в таких школах делал таблички с текстом, ученики их переписывали и учили наизусть. Так и происходило обучение письму. У шумеров учителями были мужчины. Также имелись и крупные школы, в которых могло быть несколько учителей. В таких школах дети обучались кроме письма еще и рисованию и счету. В первом тысячелетии до нашей эры в Шумере сложился настоящий идеал образования. Он включал в себя владение письмом на хорошем уровне, умение составления документов, знание обрядов магии, математические вычисления. Так появилась потребность в учителях, которые бы учили детей разным предметам. Школы начали появляться и в Греции. Древние греки большое внимание уделяли образованию детей. Они хотели воспитать человека интеллектуально и физически развитого. В V веке до нашей эры среди свободных греков не было неграмотных людей. Обучение в Древней Греции происходит в школах, а не как ранее дома. Случайного учителя в школу Древней Греции взять не могли. Человек, который хотел стать учителем, должен был сдать 2 экзамена. Один экзамен на знание предмета, который он хотел преподавать, второй экзамен на умение работать с детьми. Учитель Древней Греции был очень важным и уважаемым человеком. Самая знаменитая школа была создана в Древней Греции философом и ученым Пифагором. Сам Пифагор был старательным учеником и все время хотел узнать что-либо новое. Пифагор, отлично отучившись в египетской школе, приехал в Грецию и создал свою пифагорейскую школу. Именно он смог показать грекам, какие должны быть школы, как их надо строить и как трепетно обучать детей. Девочки учились читать, писать и приобщались к рукоделию. В VII веке до нашей эры в Греции существовали женские школы, где девушки занимались поэзией и обязательно музыкой и хореографией. В такие специальные школы для девушек отбирали только лучших философов, хореографов и музыкантов. Греки считали, что обязаны воспитать грамотных, умелых и творческих детей. Следующим государством, перенявшим строительство школ, был Рим. Римская школа была свободна для всех. Учителя, так же как и греки, имели цель сделать из ребенка умного, многознающего, разностороннего и культурного человека. Римский учитель имел признание и уважение своих учеников, так как учащиеся понимали, что учителя были людьми ответственными и на очень высоком уровне знали свой предмет.
В римской школе были обязательные предметы, такие как музыка, пение, хореография, литература, математика, арифметика, грамматика и письмо. В римских школах каждый учитель должен был знать о пользе свежего воздуха, поэтому на больших переменах учителя и ученики гуляли в школьных садах и скверах. Были школы и в Древней Индии. Они отличались от школ других цивилизаций тем, что образование носило семейно-школьный характер, то есть основное воспитание ребенок должен был получать в семье, а учитель должен был помогать маленькому человеку развивать свои нравственные, физические и умственные качества. Причем ученики жили в доме у учителя, почитали его и во всем ему повиновались, как своему отцу. Так было до V века до нашей эры. В конце первого тысячелетия до нашей эры в Древней Индии возник буддизм, который поспособствовал распространению образования. В это время увеличилось количество школ, открывшихся при монастырях. Учителя-буддисты наблюдали за учениками, только помогая им в самостоятельном обучении. Воспитание и обучение имело рекомендательный характер, где большое внимание уделялось нравственному воспитанию учеников. На Руси школьное образование зародилось в 988 году. Князь Владимир Святославович издал указ о том, что дети бояр должны учиться книжному делу. Так появилась школа под названием «Книжное учение». Учеников делили на небольшие группы, и в каждой был свой учитель грамоты и чтения. Позже первые учебные заведения открылись и при монастырях, учителями были монахи, а программу утверждал сам князь Владимир. О том, как следует учить детей, говорилось в уложении Стоглавого собора, который являлся руководством для учителей. Там говорилось о том, что нужно учить детей не яростью, не гневом, а любовью и ласковым утешением. С теми, у кого учение шло плохо, учитель занимался дополнительно. Учебный год начинался 1 декабря, в день памяти пророка Наума. В начале 15 века на смену церквям при монастырях приходят частные школы, мастера грамоты, которые стали новым этапом развития обучения на Руси. Там обучались мальчики богатых родителей. В программу входило письмо, чтение и зарубежная литература. Учителями были старые, мудрые, начитанные люди. При Петре I произошла школьная реформа. Основное образование стало доступно всем, кроме крестьян. В школах появились новые предметы. Во всех учебных заведениях делался упор на математические знания. В XIX веке проведена масштабная реформа образования в России. Появились гимназии и университеты, в которых обучались будущие дипломаты и служащие. Советская власть боролась за всеобщую грамотность. Из-за нехватки кадров открывались краткосрочные учительские курсы и курсы повышения квалификации. В университетах по всей стране начали работать педагогические факультеты. Особенно острая нехватка учителей ощущалась в деревнях. Выпускников отправляли туда по распределению. Работа и условия были трудными, учителю нередко приходилось жить прямо в школе. Учителей из больших городов принудительно направляли в сельскую командировку на 2-3 года. В 1936 году была введена регулярная аттестация учителей, которая сразу же выявила множество нарушений, от неправильного введения документов до пропущенных ошибок в тетрадях. Каждый учитель должен был вести кружки при школе и входить в комиссии, которые решали общие вопросы. Профессия учителя считалась почетной и важной. 21 век невозможно представить без новых технических средств обучения, и ведущим среди них является компьютер. Почти все учебные заведения имеют компьютерную технику и могут подключаться к сети интернет и электронной почте. Педагог 21 века – это грамотный, умеющий работать на компьютере человек, обладающий навыками ввода и вывода информации и ее передачи на расстоянии. Учителя проходят курсы по обучению работе на компьютере, так как технический прогресс идет вперед, что сказывается на образовательном процессе. Однако, как бы далеко не зашел процесс автоматизации обучения, учителя не заменит никакая техника. Любое техническое средство обучения – лишь помощник для педагога. Профессия учителя очень древняя. Роль педагога в развитии общества значительна, потому что он воспитывает молодежь и тем самым формирует будущее общества, будущее его науки и культуры.